Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей». Второе название «Эхо Мордовии». Петр Николаевич Тултаев в интервью от 2 февраля придумал девиз, который нам подошел. «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Два у нас гостя, героя нашей программы, которые прокомментируют новости из жизни Мордовии за апрель-май. Это Денис Викторович Бышов, кандидат исторических наук, вузовский преподаватель, волонтер благотворительных республиканских организаций, и Виктор Владимирович Тетерин справа, кандидат исторических наук, банковский юрист, поэт-драматург, член Союза писателей Москвы. Первая новость у нас такая. Владимир Дмитриевич Волков 27 марта в ежегодном послании отчитался, что продолжительность жизни за 5 лет выросла на 3 года. Но все равно у нас по показателю смертности, к сожалению, Мордовия выше среднего, 12,5 норма, а у нас 13,5. Еще Мордовия Стат, статистическое ведомство, сообщило, что свыше 90 лет у нас в Мордовии 4,5 тысячи проживают. Из них 4 тысячи это женщины, а свыше 100 лет 150 человек примерно проживают. Как вы вот в целом, если коротко, считаете, важна ли эта проблема продолжительности жизни и стоит ли ее брать на вооружение и пытаться решить? Ну, знаете, вот что касается данного мнения, он прав. Но, знаете, вот я общался недавно с одним медицинским работником, он сказал, что, к сожалению, вот наша медицина не научила, то есть только лечит, но не научила население жить здорово, да? Вот на самом деле, если бы, допустим, то есть хорошо, что кругом у нас настроены стадионы, кругом у нас различные площадки, да, и на самом деле, знаете, вот неплохо было бы, чтобы везде не только говорили о спорте, да, о физкультуре, о здоровом питании, что, в принципе, как бы это все, знаете, говорил, как бы, как бы это было в порядке вещей, да, что, допустим, висели, допустим, стенды различные желательно, что говорили о здоровом питании, о том, что, то есть о здоровом питании, о вреде алкоголя, курения. И тогда, в принципе, наверное, если вот об этом будем говорить, думать о своем здоровье, и чтобы были заинтересованы все категории населения. Не просто вот лечить, да, а чтобы действительно люди были друг к другу более, наверное, добрее, наверное, и более, наверное, более сознательными, неравнодушными. И тогда, наверное, продолжительность жизни у нас увеличится. Но что касается меня, я соглашусь с этим мнением. И, наверное, да, много зависит от экономики в этом вопросе. Нужно, чтобы люди просто лучше жили, скажем так. И тогда и вырастет у нас продолжительность жизни, если будет хорошая медицина, хорошее питание. Так что что-то можно сказать. Да. А теперь начнем. Ну, более... вот я еще добавлю, да, наверное, еще, знаете, вот духовное развитие играет свою роль. Пусть мы даже имеем деньги, но вот, знаете, вот какая-то цель должна быть, духовное какое-то стремление, вот, тоже играет какую-то степени роль, да, вот именно доброе отношение друг к другу, добрососедское, все люди как бы братья, вот на это как бы тоже постулат, в принципе, важен, наверное, сам себе. Да, согласен. Вторая новость у нас. 19 апреля в Общественной палате прошли слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Саранска. Выяснилось, что у нас по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения все нормы в Саранске выполняются. И растительность городская в 2 раза выше нормы, и пригородная растительность в 3 раза выше нормы. Но экологи говорят, так как с растительностью все в порядке, вот что мы предлагаем. Пригородные леса соединить аллеями с жилыми районами Саранска, чтобы прям внутрь города проникли эти аллеи. И вот смотрим, 30 мая лосенок прибежал из пригородного леса в центр Саранска, покупался в водоеме около стадиона «Старт» и убежал на улицу Рабочей, а потом вернулся в свою среду обитания. Как вы относитесь вот к этому? Вы знаете, весьма очень положительно. Вы знаете, когда я ездил в командировку в Новосибирск, в Академгородок, вот что мне там понравилось, сам Академгородок, сам университет находится среди леса. Там производят различные исследования, лаборатории, студенты занимаются. И вот студент выходит на улицу, около них бегают белки, бегают зайцы. И вот настолько, знаете, вот настолько связь с животным миром близка. А что касается вот экологической ситуации, да, если взять, допустим, мировую историю,
то на протяжении от 1950 года до 2000-х годов, наверное, мы потеряли ровно половина лесов нашего, ну, вообще в мире, да, потеряли. То есть поэтому, в принципе, где больше всего лесов? Это в Канаде и в России. То есть за счет нас, в Сибирь, который дает огромное количество кислорода. А ведь вы сами знаете, что к следующему году у нас будет 8 миллионов людей. Чем больше людей, а меньше лесов, понимаете, просто мы с этим не справимся. 8 миллиардов, да, 8 миллиардов, вот. То есть на самом деле просто мы можем не справиться. Поэтому то, что кругом сажают леса, и на самом деле, знаете, что еще хочу сказать? У нас почему-то везде по телевизору, в новостях говорят о военной обстановке, об экономике, что где произошло, о футболе. Но почему-то об экологии у нас говорят очень и очень, по сути, наверное, редко. Вот поэтому вот европейцы, они больше озабочены, допустим, потеплением климата, да, как бы они вот не говорят больше о таких новостях. Поэтому то, что вот у нас кругом лесные насаждения, мы как бы, ну, бить тревогу не надо, что у нас может быть экологическая катастрофа, но, как бы, знаете, хотя бы все равно как нужно, по сути, стараться, потому что на самом деле экологическая обстановка вообще не только в России, но и в мире, она желает оставлять лучше. И, конечно, было очень приятно, когда я посмотрел недавно интернет, и все-таки Саранск вошел в десятку самых чистых городов. Хотя, конечно, я понимаю, Октябрьский район у нас самый загрязненный считается, наверное. Вот. Но в то же время мы в десятку, как бы, насколько я знаю, 8-ми, да, мы входим. Но опять же, у нас нет тяжелой промышленности, поэтому за счет этого, может быть, и выиграем. Но в то же время какая-то есть политика. Поэтому было вот, я прочитал, и было приятно, по сути, так, наверное. Виктор Ну, Валерьевич. вот я добавлю все-таки некоторые критические вопросы или замечания, связанные с некоторыми местами в нашем городе, допустим, где я живу, это вот район Саранска под народным названием Низы, скажем так, где в рамках подготовки к чемпионату всю растительность по берегу Инсара вырубили на этой и на той стороне, уничтожили просто под корень, навезли земли, и сейчас там просто голые пустыни, можно сказать, просто вот травой покрытые, начиная от, не знаю, ботанического сада и до моста на Коммунистической. Я тоже пытался писать в СМИ, но что-то не обратили на это внимание. По этому вопросу, что там будет делаться, вообще будет что-то делаться. Вроде бы я недавно слышал, что наш мэр распорядился там облагородить берег Инсара. Не знаю, может быть, там будет высаживаться деревья. Вот хотелось бы, чтобы власти, если они нас смотрят, обратили на это внимание в том числе. Ну а так, конечно, идеи хорошие. У нас много лесов даже вокруг нас. В самом Саранске. Ну, еще, знаете, это еще добавлю. Надо их беречь. Добавлю я еще. Вот. Но на самом деле, знаете, вот, ну да, конечно, делают некоторые акции, некоторые хорошие товарищи, волонтеры, очистить лес от мусора. Ну, знаете, вот буквально я был в лесу на юго-западе. Вот буквально зайти просто, ну, невозможно, знаете, вот. Там столько мусора. И вроде вот все имеют вроде высшее образование. Это культура, да. Вроде приличные люди, на хорошем автомобиле приезжают. Но знаете, вот такое ощущение, что люди элементарно просто не убирают за собой, да. И когда вот мы неоднократно писали везде в пабликах в интернете, все-таки наше вот руководство республики, они как бы вот на это обратили внимание, как бы, ну, какие-то сдвиги все равно стали. Все равно, если вот об этом говорить, все равно как бы вот нас могут услышать в этом плане. Переходим к следующей новости. Новостей много. Хотелось Стараемся бы более верить. лаконично. Да. Спасибо вам за обоим гражданскую активность. 5 апреля Роспотребнадзор Мордовии сообщил, что в первом квартале 2019 года после ослюнения и укусов животных в медучреждения республики обратилось 311 человек. Из них в МВД обратились 76 человек с просьбой возбудить административные дела. Но ни одно не возбудили, потому что сказали, что у них легкий вред здоровью. 30 мая Роспотребнадзор сообщил, за 5 месяцев клещи покусали как минимум 177 человек, в том числе 82 ребенка. Мордовия, да? Да. И 3 из укушенных взрослых были заражены клещевым боррелиозом. В прошлом году только 1. И причем это заболевание может привести к инвалидности. Как вы считаете, вот не надуманная ли это опасность укуса животных и клещей? Насекомых, Или... да? Насекомых. Да, и насекомых. Ну, знаете, вот в отношении животных, ну, конечно, вы имеете в виду, наверное, вот собак, да, наверное? И лисы собак, с бешенством. И лис, и
Ну, не только лис, наверное, могут другие попасться животные. Да. Даже вот, Чтобы нас никто не и кусал. даже может кабан прибежать с леса и укусить. Да? Ну, в принципе, ну, хотя, вы знаете, в И, принципе... кстати, извините, я вот услышал, что когда лосенок к нам прибежал в город, один эксперт рассказывал, что когда лось бежит, он вообще впереди себя ничего не замечает. И ему нельзя вставать. И мне потом еще сказали, что, оказывается, и кабан тоже, когда он бежит, он впереди себя ничего не видит, поэтому нельзя вставать ему на пути, а то он Ну да, то есть шибет. можешь шибеть и причинить какие-то увечья. Ну вот, наверное, еще хочу сказать, ну как юрист, да, вот, наверное, знаете, что у нас сейчас принят закон об обращении с животными, который вступит в законную силу, ну, в полную законную силу вступит вот с 1 января 2020 уже года, который как бы ограничивает... То есть нам их кусать нельзя уже. Не то, что кусать, то есть определенное, как бы, знаете, общение с домашними животными, определенное, как бы, не то, что общение... А ты Ну, кусаешь? это правильно, правильно. Мы не правильно. должны непосредственно... Давно пора Мы не было. должны, допустим, Есть. ловить в лесу, одомашнить других животных, как бы, знаете, это тоже весьма правильная позиция. И, знаете, вот сейчас тоже мне нравится тенденция, конечно, хорошая, да, вот это, ну, в защиту животных, конечно, скажу, да, что у меня, вот, допустим, много знакомых, друзей, которые стали вегетарианцами. Ну, конечно, я понимаю, здесь есть могут и какие-то моменты, и белки не хватает, могут не хватать, но все равно, когда вот люди употребляют, допустим, стараются животных употреблять, они как бы сразу становятся другими. Они становятся менее агрессивными. Хотя, конечно, понимаю, белка не хватает, но можно в другом месте найти его, да, где-то через другую растительную пищу, и поэтому, в принципе, они становятся другими. И довольно-таки я вижу тенденцию даже по своим студентам. Знаете, многие переживают о животных, знаете. Вот. Ну, конечно, я понимаю, есть и ребята, которые по 12 кошек держат, да, по 12 там собак, и довольно-таки это... Ну, это говорит о том, что человек очень добрый, да. А то, что касается животных, ну, здесь, как бы, знаете, вот не просто их нужно отстреливать или отлавливать, но как бы какие-то иметь элементарные, ну, какие-то меры защиты хотя бы иметь какие-то в этом плане. Ведь, по сути, ведь редко, когда собака может напасть и покусать. Как правило, может быть, человек может спровоцировать эту ситуацию, с одной стороны. Так, ну, что я могу сказать? По поводу укусов клещей, это, наверное, природное явление. Тут навряд ли можно как-то бороться с этим. Это скорее зависит от культуры тех, кто ходит в лес. Там есть определенные правила, как нужно одеваться, чтобы тебя не укусил клещи. По поводу животных, укусов. Ну, тут тоже двоякая позиция. То есть, конечно, нужно защищать животных. У меня у самого дома кот живет. Я очень люблю животных, но постоянно тоже, периодически, по крайней мере, читаем в газетах, как кого-то покусали собаки, там чуть ли не детей даже. И говорят, что они, может быть, спровоцировали, но мы же видим, что и часто владельцы собак часто не соблюдают правила, там выводят их без намордников, бойцовых пород собак, где-то вот в скоплениях людей. Мне кажется, что это тоже за этим нужно следить. А вообще, да, у нас распространены случаи живодерства в стране и такого вот отношения, случаев насилия по отношению к животным. И с этим тоже нужно бороться, потому что даже как там в Библии написано, животные братья наши меньше, да? Братья наши меньше, сказали. И ну, это часть природы, мы сами часть природы, и мы должны сохранять природу и как бы прививать и себе, и новым поколениям. Новостей много, поэтому лаконично. Согласен. Ну, знаете, вот на самом деле, в принципе, ну, а, конечно, другая есть ситуация, да. Вот некоторые, бывает так, что имеют 12 кошек, а людей ненавидят. Как бы все равно нужно, вот как бы вот крайности такие тоже нужны. Если ты уж любишь животных, да, или, пожалуйста, людей люби, да. Поэтому, в принципе, как бы вот на самом деле. Да, если у тебя есть 12 кошек, как соседям, да, тебе не будет времени до человека, да, еще любить. Но в этом плане, как бы, знаете, вот, с одной стороны, хорошо, что бывает, что у нас люди становятся добрее, как бы заботятся, но тоже как бы, они должны еще на окружающий мир тоже смотреть и любить людей и так далее, и так далее. Следующая тема у нас. С 1 по 17 апреля анкетирование в детских садах у родителей проводилось о безопасности питания. Более 80% родителей говорят, что их устраивает и организация питания, и санитарное состояние мест, и в целом вкус еды, качество питания их устраивает. Но, возможно, они не все замечают, потому что в конце апреля Роспотребнадзор обнаружил, что в 3 садиках детей кормили некачественным сыром, маслом, сметаной и творогом. Дальше, 29 апреля, жительница Саранска купила пирожок с яблоками и дома увидела, что там под пленкой большой рыжий таракан.
приклеился, кушал ее пирожок. 30 апреля поминки были в поселке Комсомольском Чамзинского района. 26 человек отравились, и у них обнаружили кишечную палочку сальмонелла. Потом обнаружили, что она в курице находилась. Конечно, это я за 2 месяца еле-еле набрал вот такие эксцессы. Большинство, конечно. Но, тем не менее, даже, я думаю, Послушай, таких эксцессов не должно быть. Потому что даже вот тут хорошо к смертельным случаям не привело, но мы должны профилактику, чтобы этого не было, потому что, возможно, из-за этого будут смертельные случаи. Как вы считаете? Ну, здесь работа, прежде всего, санэпидстанции, да. И вы знаете, что у нас сейчас супермаркетов, ну не только в Саранске, но, наверное, по всей стране, но даже во всем мире, они растут как грибы, да. Количество, допустим, магнитов, пятерок, допустим, пятерочек, да, как бы они их, спаров, это, конечно, хорошо, но, тем не менее, большие супермаркеты, они должны все-таки больше не только извлекать прибыль, да, но они также заботятся о санэпидстанции, о качестве продуктов, да, чтобы, допустим, если продукт, допустим, прошел срок, да, продукта, не должны его снова выкладывать, да, как у нас некоторые предприниматели могут сделать, а как бы должны все-таки либо утилизировать, либо, ну, как бы, знаете, то есть, понимаете, вот должна быть какая-то все-таки культура торговли. У нас нет культуры торговли. То есть, понимаете, вот советский занавес, соответственно, то был кризис, да, и, соответственно, занавес ушел, и сразу все в магазинах появилось, да. Ну, как бы, знаете, какая-то должна быть культура торговли, и должна быть какая-то последовательность вот в этом плане. Тогда, может быть, может быть, наладим. Ну вот я добавлю насчет культуры торговли. У нас же сейчас в стране, наоборот, культура наживы. Из этого произрастает такая культура торговли. То есть, я знаю, и по рассказам и знакомых, кто работает в этих торговых сетях, что там зачастую просроченные продукты заставляют перебивать эти даты годности, да, как бы на более растягивать их срок и продают просроченные продукты и заставляют делать администрации, руководителей магазинов под угрозу увольнения. То есть, и, естественно, в этом уже проявляется недоработка контролирующих органов, что вот такие факты у нас не фиксируются, не контролируются, а потом люди травятся. Я сам буквально недавно отравился, тоже купил в одном из магазинов, не буду говорить название, у нас тоже в районе продукт, потом рыбу где-то неделю, наверное, пил таблетки от отравления. Ну, написал обращение в Роспотребнадзор, Вот, не ответили. молодец. Но, по-моему, больше ничего не произошло, потому что магазин как работал, как продавал, так и продает. Уже целых 2 гражданских Что-то мне акта напишут, конечно, в сделано. ответ, но... То есть я не вижу какой-то конкретной работы, там, за исключением, ну, отдельных случаев, может быть, вот, по контролю за этим. То есть это серьезные проблемы, я считаю. Ну, я считаю, как правило, качество продуктов теряется во время праздников, да? То есть, потому что, во-первых, все люди озадачены что-нибудь к столу. Ну, вот я, допустим, отравился на Новый год отравился. Я не знаю, с чем это связано. Сестра стали вспоминать. То ли с некачественными Нет, значит, продуктами это уже тенденция, связано. значит. То ли, Я не то, что я то ли, может быть, наверное, из пальца из высосал. того, что я резко вышел в отпуск, да, и, может быть, наверное, нервные переживания, допустим, 5-10, слишком много было дел. Ну, вот я точно не могу сказать. Но на самом деле я очень сильно, как бы, тоже, ну, отравился. С чем это связано? Может быть, это связано с продуктом просрочки. Поэтому вот именно в праздники, мне кажется, они могут иногда забывать о качестве. В добавлении этой темы следующая новость. 12 апреля батальоны Россельхознадзора ворвались на центральный рынок Саранска и изъяли там 7 килограммов санкционных сыров. 9 апреля они это сделали. Санкционные сыры были из вот враждебных стран. А? Килограмм, да? Килограмм, 7 кило санкционных вкусненьких сыров из Германии, Голландии и Финляндии. Вот этих враждебных нас всегда ненавидящих стран. После этого сыр отвезли на Александровское шоссе и под видеокамеры сожгли их в печи крематория. Или крематоры, я не знаю. Как вы вот это поддерживаете или не поддерживаете это все? Ну, здесь уже политический аспект. Мы все-таки, я все-таки человек более аполитичный, я в политику не лезу, в принципе, потому что сколько о политике не рассуждает, и вы знаете даже такой анекдот старый, да? Если вы заблудились в лесу, да, заговори о политике, обязательно найдется попутчик, кто с тобой заговорит, тогда ты не один. То есть, поэтому как бы здесь больше политический аспект, и, наверное, знаете, здесь больше нам нужно о качестве больше говорить, да, а не о политическом аспекте, как бы вот. Ну, такое ощущение, что вот, знаете, вот как дети, да,
как дети. Вот вот он мне игрушку не Владимир, дал. ты нас уводит Вот, в сторону вот я политики игрушку у него всегда. взял, и я вот, ну, как бы вот такого, конечно, чтобы, ну, малость. Ну, я опять же в политику стараюсь не лезть. Нет, ну я скажу свое личное мнение, что, конечно, даже и без учета политики, может быть, и нужно там с точки зрения геополитических интересов как-то бороться вот с этим всем, но уничтожать продукты, мне кажется, это просто бессмысленно и нерационально. Если они нормального качества, их лучше отдать каким-то нуждающимся людям. Или себе, Даже- или себе забрать, да? Нет? Ну, себе-то забрали, я думаю, тоже, может быть, это Ну, произошло. ну, Хотя это не же буду это вряд ли, утверждать, ну, не вряд ли, знаю конечно, точно. потому что это мы пошутили, Да. а то еще подумать скажут. А, Пошутили. То есть сам факт уничтожения, мне кажется, это ну, неправильно. Вот это Следующая новость. перегибы на местах. Теперь воду обсудим. 27 мая в социальных сетях появилось видео, что у нас есть комбинат тепличный, рядом с ним есть пруд. И поливал этот комбинат химикатами свои поля, а воду всегда берет из этого пруда. И на следующий день, после того, как он поливал химикатами, в этом пруду тонны плотвы выбросились на берег. И сделали репортажи телеканала. Слушай, так страшно жить. Нас Вот. травят, нас И причем какими-то только одного химикатами вида. поливают постоянно. Одного вида только рыба, плотва. Как мы Значит, еще это, видимо, живем. особенно чувствительная рыба, остальным вполне устраивает. Но не факт, что это химикаты, потому что тут доследственная проверка, пробы Росприроднадзора нам правду сообщат потом. 24 мая Рузаевский районный суд оштрафовал 20 тысяч рублей директора городского водопроводного предприятия. Воду взяли в Рузаевке, оказалось, не соответствует эпидемиологическим требованиям к этой же самой воде. 28 мая политику усилим активисты Мордовского регионального отделения «Открытой России» передали под 500 подписей с жалобами на ржавую воду в городскую администрацию. Городская администрация как бы откликнулась. Молодец, Полиция. хорошо, и сказал, что Серьезно мы говорите? проект у нас чистая Насколько вода, я и знаю, мы будем там, насколько я знаю, там студент был активист, да, один, насколько я знаю, он говорил об этом. Евгений Пашуткин и бывший координатор, в том числе «Открытой России». И что же они и сделают? другие. Трубы 500 поменяют во подписей. всем Вот здесь городе? собирали, кстати, около этого центра. После этого, говорю, что изменится? Городская администрация приняла во внимание и сказала, что у нас есть проект по улучшению вот, системы питьевого водоснабжения. Мы это как бы берем на контроль. То есть не послали их, а молодцы. Вот так Не, ну, и должны естественно. реагировать. В целом, как вы оцениваете качество воды у нас Вы в знаете, Мордовии? На самом деле, в принципе, я давно уже перестал пить из крана воду, лично я. Я покупаю только бутылированную. Но опять же, тоже не факт, какая она, потому что, может быть, они просто из крана налили ее и продают. Тоже Это неизвестно. было недавно, такие Ну, новости я то есть, читал, Ну, да. это, опять же, как бы юмор такой, да. Но на самом деле, знаете, вот вроде смех смехом, да, мы смеемся, вот говорим об экологической катастрофе, об экологии, вроде нас она не касается, вот деревья растут, листья, да, ну, прекрасная погода, а вот с другой стороны, светит. а вот с другой стороны, вот, знаете, вот, я то и дело слышу, кто и дело слышу, вот, что у нас очень много больных, да, в Саранске. Да. Вот хоть бы это не влияет, но на самом деле, я смотрю, один знакомый, да, и Мы, знаете, по-моему, в вот, России даже одни из лидеров. и причем, знаете, ну здесь наверняка, мне кажется, след Чернобыля еще был. Потому А я что думаю, биохимик, биохимик, Химаш, след Чернобыля, как бы Лисма. здесь тоже многие районы застал. Вот Октябрьский район, Гилга, в частности, вот Макаровка, Лук. Чернобыль огромнейший, сотни миллионов на всей Да, планете. и он. действительно, как бы это просто нам было не повезло. И в том смысле, что я еще смотрю, ну даже на здоровье возьмите. Во-первых, вот вода, она влияет, во-первых, на И всё. ну, влияет даже вот, Мы на 80%, 80%, из воды да. состоим. ну да, вот воды, но даже вот влияет на что? Вот даже элементарно на зубную систему, да. Все равно же проблема то, что вот даже вот у каждого второго, ну, нам постоянно нужно ходить к стоматологу, да, ходить. То есть поэтому у нас и больше всех стоматологи, наверное, получают. И больше всего, наверное, очередь к зубным врачам. Это, наверное, самая большая очередь. То есть вот поэтому, знаете, все равно вот даже вот смех смехом, а с другой стороны, вот пищеварение у нас тоже у каждого второго не в порядке. Наверное, у каждого второго не в порядке поджелудочная железа, да, у каждого второго, третьего, да, ну, пищеварение. Каждого второго из нас точно. Ну да, вот пищеварение, поэтому дело не в наших буфетах, где мы питаемся, где едим беляши, но мне кажется, все равно вот косвенно, ну, как бы они все равно нас влияют. А мы вроде смеемся, а все равно же мы все-таки тоже вот на здоровье, тоже вот 5-й, 10-й, как бы это все это, на засуть все как бы все это отдает. Поэтому на самом деле вроде не замечаем, а все равно вот так думаешь, что так и есть. Не, вот, да, кстати, я
Вспомнил сейчас вот в предыдущем вопросе по качеству продуктов. Мгм. Проверки вот этой ревизора к нам приезжала в Мордовию. Летучий, да? Да, летучая. Нигде не дала свои наклейки. Везде были нарушения, да? Тотальные, насколько я помню. И что изменилось? Ничего. Нет, ну, кстати, я перебью. В Эти студенческой как работают, столовой- так и в работают. студенческой столовой стали готовить лучше, на самом деле. Да? Там персонал поменялся, куда он приходил, поменялся. Там стали по-другому. Вот я стало всё. не заметил большой разницы, честно говоря. Ну, она довольно... Ну, я лично и раньше там питался, и до проверки ее, в принципе, не травился. И А в целом о воде? настолько и сейчас. Ну, я просто к тому, что у нас мало что меняется, даже после каких-то таких громких событий. Вот. А по поводу воды, да, конечно, у нас это постоянно притча во языцах, как говорится. Саранская вода. Постоянно публикуются фотографии разного цвета и консистенции воды. Это проблема. Я сам уже давно через фильтр пропускаю воду. И только так. Ну, знаете, на самом деле, Мне кажется. культура поведения, наверное, еще должна быть определена. У людей, наверное, да, вот на самом деле. Я, конечно, не буду говорить про Индию, что там уровень воды совсем уже старается желать лучшего. Ну, настолько она Ну, там загрязнена. люди пьют воду из рек, насколько Да, я вот знаю. Там миллиард людей без И одежды живет. Никто Да. не Про реку, То есть про Гангу мы не по будем этому говорить. поводу не Но у нас заморачивается. ведь тоже, вот даже возьмем Инсар наш, да, речку Инсар. Ведь на самом деле в 90-х годах, 2000-х, это была самая загрязненная речка вообще во всей Европе, если вы знаете. Да, её Я помню в детстве там дохлая рыба плавала. Нет, я помню в своем детстве, когда в 80-х годах, мы там плавали, мы там купались, была чистая, чистейшая вода, когда она была действительно прозрачная. В 90-х годах это просто был ужас. Просто был ужас, я не знаю, что с ней произошло. Но вот сейчас более-менее очистили, конечно, да, ее, но опять же там откуда столько грязи, откуда столько загрязненности, конечно, на самом деле бросается в глаза. Дальше у нас по всему городу идут в том числе и стройки. И стоят высоченные башенные краны. Оказывается, у нас тенденция, раз в 2 года у нас падает кран. Смотрите, 29 апреля на улице Севастопольской у нас на Химаше рухнул огромный автомобильный кран. А 2 года назад, почти на этом же месте, Автомобильника? автомобильный. Ну, строительный. Это автомобиль, он вытягивает вверх Ага. кран, и он рухнул. И автомобиль изогнулся. Как Татьяна Бибин, да, тоже, да, Не, наверное? ну, Вот там был я- большой строительный. Да. на Если большой рельсах. строительный, это 2 года назад, башенный кран рухнул. Короче, теперь 2 года можно жить спокойно, да? Да, ну, слава богу, да, но смертельных случаев нет, но наверняка будут. Давайте как-то, может быть, остановим эту традицию, как вы считаете? Чтобы краны не падали, да? Да. Надо их привязывать, Ну, наверное. во-первых, знаете, это уже этим занимается научно-исследовательская работа строителей, во-первых, да. Есть у нас специалисты, которые занимаются строительными машинами, и они могут обязательно дать свою, по сути, в принципе, идею, как правильно сделать, чтобы, допустим, не падали краны. И, в принципе, есть целый научно-исследовательский институт, и, в принципе, я считаю, что нужно это все в руках специалистов. Простые граждане без простых знаний, они мало что могут сказать, да. Вот, как бы, ну, мы ничего решить. Должен специалист, который в этом разбирается, они как бы могут сказать конкретно, те, кто имеет строительное образование. Вот вопрос, наверное, больше к ним, наверное, скорее всего. А то, что много домов строят, или это же другой вопрос, наверное. Ну, это хорошо. То, что много домов строят, да, вот, Смотря где. строят, а почему-то многие без жилья, почему-то, многие куда они деваются, почему порядочные люди... А у без- кого-то много квартир. да? Почему порядочные люди без квартиры? Вот нам, Владимир, с тобой, да, взяли по квартире, как хорошим Это людям, несправедливость. пока хорошим людям подарили бы просто Это несправедливость. как порядочным людям. А я хочу сказать, Виктор Владимирович, хватит морщиться. Не, ну Вы на меня солнце как- светит просто. ну, Да, солнце пришло просто. Ну, Надо Вот видите, развернуть Владимир, камеру это немного. Да, нормально. взяли бы, подарили по квартирах порядочным людям. У всех Вот он есть, Мне переживает. не нужно, у меня Поэтому- есть. а у нас нет почему-то, да. Ну, краны-то падают, Виктор Владимирович. Что будем делать? Краны падают, да, это проблема. Ну, а если бы он рухнул бы на соседнюю многоэтажку, там бы столько бы... Слушай, это же Россия, что ты хочешь. У нас каждый Ну, день это, какой-то ребята, ЧП специалисты, случается. это специалисты должны ответить. Мы не специалисты, мы Да. в другой сфере. Нам больше как бы вот Я против того, чтобы падали краны, Против, если ты да? про это, да. мы больше скажем, как Но нести это нужно ответственность, контролировать. и кто всё. это сделал. А вот именно конструкции нужно как бы должны Да. строить. Но я все равно считаю, что мы должны проговаривать, потому что это очень заметное событие. Падает огромный... У нас То есть падают это самолеты, приведет- падают краны, Да. я не знаю, Мы ведь лодки не с подводной специалисты в тонны. самолетах, но Пожары мы- периодически происходят в торговых центрах. а еще у нас носят Это незаконные же металлические системная проблема. скажем гаражи так. и сараи. 1 апреля и Ну, 29 я опять же мая. скажу, знаете, ну опять же Да. добавлю, перебью. Ну, это, наверное, может быть еще равнодушие людей.
Вот равнодушие огромный роль. Даже вот, да, конечно, вот мы увидим человека, который нуждается в помощи, мы окажем, а кто-то может не окажет. Может быть, знаете, еще равнодушие. То есть проблема нынешнего времени, да, что люди зациклены в своей семье. Отработали на работе и бегом в семью, да, ну как бы, знаете, вот, а нужно все-таки как бы в мир вливаться, а у нас как бы вот семья есть, да, 2, 3, 4 человека и все, ну как бы, знаете, вот не нужно зацикливаться, нужно как бы все-таки и смотреть, переживать и так далее, может быть, равнодушие в какой-то степени, наверное. В том числе давайте попереживаем за собственников гаражей и сараев, которые сносят по инициативе городской администрации. 1 апреля 29 мая снова подтвердилась вот эта идея, что нужно сносить старые металлические гаражи горожан, на которые нет правоустанавливающих документов. То есть проблема такая, что они, конечно, они некрасивые, они разрушенные там краской, они, может, уродливые, они занимают центральные места в городах, во дворах, но люди-то этим пользовались, у них там имущество, они привыкли, что это их. А то, что они не оформили документально, то у нас правовой нигилизм, у нас все не по закону, это у нас с советского времени. То есть как-то надо и не решать проблему, не обижая интересы вот собственников. Как вы считаете? Ну, это считается, как правило, у нас считается строение просто, да, как бы строение, даже это не дом, нет, как бы не капитальное строительство, больше как строение, даже непосредственно. Но что касается сноса, да, это, как правило, все равно нужно вот даже построить, чтобы даже элементарно сарай построить, нужно получить разрешение органов исполнительной власти, да. И неправильно бывает так, что иногда вот возьмут вот самодельно поставить к подъезду, допустим, да, самодельный какой-нибудь сарай, да, условно, и не могут никто пройти, не могут никто поставить коляски, да. Понимаете, на самом деле тоже как бы вот самовольство людей. Вопрос, может быть, еще порядочности, может быть, дело в людях еще, не только в органах исполнительной власти. Почему они самовольно поставили свой гараж, да, хотя возьмем это, ну, как юристы, да, вот, по сути, ведь домовая территория, как бы они считают собственниками, да, почему вот у него стоит гараж, а у меня не стоит, как бы, понимаете, как бы нужно вот в этом плане урегулировать. Может быть, вы решите вопрос подземные гаражи, может быть, сделать, да, вот, и как бы, может быть, в другом месте как-то, не подземный гараж, может, в другом месте эти, допустим, различные строения сделать, может быть, перенести, но опять же не всем хочется ходить куда-то, да, с другой стороны. Ну, как бы этот вопрос решать нужно, знаете, как вот, ну, ограничения. Индивидуально с каждым. Ну, да. Ну, может быть, налог брать определенный в какой-то степени, потому что, как бы, тоже, по сути, незаконно, как бы, самодельно взяли, на территорию поставили, как бы, тоже неправильная позиция. Ну, я скажу тоже, как бы, свое мнение. Точно, тем более, что я человек заинтересованный. У нас также взяли, увезли железный гараж, было. У нас тоже. Один. Вот, и ты тоже И заинтересован. увезли далеко-далеко туда. То есть, как бы то, как у нас решается этот вопрос с этими, как сказать, незарегистрированными гаражами, тоже не совсем правильно, мне кажется. То есть у людей берут, изымают их имущество без какой-то компенсации, увозят на пустырь за 3 километра от дома. То есть они просто не могут им пользоваться дальше. Понятно, что это все было не оформлено и так далее. Но тут надо решать, я согласен, что индивидуально, потому что какие-то гаражи, они стоят, допустим, на пустыре, то есть там вообще место никому не требуется из жильцов, допустим, даже вдали от дома, но в определенном отдалении. И все равно, согласно там каким-то генплану там города, их нужно увезти на пустырь за 5 километров от дома, просто оставить, и потом этот пустырь также стоит пустой, где раньше стоял этот гараж, то есть смысла в этом я не вижу. То есть таких случаев сплошь и рядом. Когда там где-то рядом с домом, когда там на месте строительства дороги, я понимаю, что как бы это необходимо этот гараж убрать. А вот так огульно все убирать и как бы людей лишать собственности, вносить изменения в их жизнь привычную. При том, что люди у нас бедные, и как бы проблема найти место для парковки у всех есть, конечно. Уникальное событие. В общем-то, индивидуально надо решать все, и у нас сейчас перегибы да, в этом вопросе. Ну, парковка, в смысле, в автомобиле, да, вот машина? Ну да, да. Ну вот, знаете, как в Нью-Йорке сделали, как они сделали в Нью-Йорке? Ну, конечно, тоже весьма экономичный способ, да. Вы знаете, что там огромное количество машин, они как бы ввели налоги на то, чтобы ездило там определенное количество машин. Вот, может быть, в этом плане, чтобы как бы вот, не то, что налоги, а чтобы как бы... Не, ну это как и в Китае, я читал, урегулировать. что там очень дорого свою машину иметь. Надо платить большой налог. Ну и во многих уже странах. Я думаю, налог нужен тогда, когда уже действительно город переполняет. У нас, мне кажется, город еще нет. У нас и пробок больших нет, и
Ну, у это, нас в общем, не настолько богатый регион, профессионалы чтобы вот, в области транспорта должны оценку давать, конечно, а не я. таким материальным планом решать, мне кажется. Давайте перейдем к следующей новости. У нас Давайте. уникальное событие. 14 апреля в Краснослободском районе, в Рузаевском районе, во многих населенных пунктах провели референдумы по вопросу однократного самообложения. От 100 до 350 рублей обложили добровольно. Насчет Люди согласились. кругостояния. Сейчас, подождите. Значит, только в одном районе, поселении Краснослободского района, жители проголосовали против. Там, где 350 рублей. Тут они посчитали, что это уж перебор. Причем до этих референдумов не допустили большинство наблюдателей, которые хотели, вот, те, о ком я знаю, только одного наблюдателя, потому что известно по Татарстану, там, где были наблюдатели на тех участках, там явка и процент поддержки такого же рода референдумов были в 2 раза больше. А у нас вот, так что мы, может, и не знаем правду о реальных цифрах, но большинство вроде бы как будто бы пришли на референдум, и большинство проголосовали за, кроме одного района. 14 апреля, ну это в Рузаевке тоже такой референдум произошел, тоже за. В прошлом году в Большеберезняковском районе тоже в 9 сельских поселениях тоже проголосовали за самообложение. В начале апреля в Рамаданском районе 2 случая произошло. В начале апреля в селе Малые Березенки глава администрации говорит, у вас есть фельдшерско-акушерский пункт, и вы его ремонтируете за счет собственных средств. К жильцам обратился. А в селе Пушкино Рамадановского уже 4 года складываются люди на монтирование пешеходного моста. И уже... Слушай, оно давно возникло во многих населенных пунктах, получается, Да, да, самообложение. Да. Стихийно. И вот тоже уже происходит много лет такое событие. Вот «Вечерний Саранск» опубликовал информацию, что в мае в 9-й школе Саранска директор на родительском собрании настоятельно, убедительно просил купить школьную форму Наша родная школа. именно в определенных магазинах. Класс и люди в новом. Это информация «Вечернего Саранска». То есть плавный переход на самофинансирование, на увеличение такого налогообложения жителей. Как вы его оцениваете? Нам Виктор, да, наверное. Как экономист, наверное. Я же не экономист, я юрист. Не, в экономической деятельности больше, как бы, Ну, наверное, больше ближе Ну, что я могу банковскому сказать? Это обществу. просто исходит из экономического положения нашей страны, нашего региона. Денег не хватает на решение этих вопросов. И я прошу прощения, цели Власть, какие были? как обычно, Виктор. залазит в карман граждан. Да, извините, пожалуйста, вот какие цели планировались? На ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, на текущий ремонт местных автодорог, тротуаров, ремонт водопровода, приобретение детского уличного игрового комплекса «Горка» и благоустройство, расширение кладбищ. Вот на такие цели собирались деньги. Нет, но я знаю, что у нас межбюджетная система так построена, что бюджет вот этих поселений сельских практически, ну не знаю, копейки получает из всех налогов, собираемых в стране. Естественно, там тотальная нехватка денег. А Вот Кубе и прощаем десятки изощряется миллиардов во-всяком. долларов, прощаем долги. Африканским странам прощаем долги Не миллиарды только, долларов. И союзным республикам тоже. И союзным простили. Тоже много прощаем. Узбекистан тому же самому. Ну, А у в нас селах вот широкая люди душа. складываются на кладбище, на расширение Вот. кладбища. Ну, мне кажется, это комментарий излишний. То есть мне только интересно, то есть люди у нас уже достигли такой сознательности, что они даже голосуют сами за то, чтобы себя обложить. Они боятся. С чего? Возможно, кто-то из них боится, что их уволят, если они проголосуют против. А, ну может быть, вот я как там, Ну, к мы не сожалению, знаем не их- присутствовал во время Их этих мысли не голосований. знаем, да. Ну, не знаю, как сказать. Мне кажется, это должно решать государство такие вопросы. Ну, наверное, здесь и проблемы и повышение пенсионного возраста, наверное, тоже, да, из-за того, что нехватка денег, из-за того, что, наверное, еще идут финансовый кризис сложился, да, из-за того, наверное, связано с тем, что на нашу страну наложили, как правило, санкции. Наверное, вот, хоть мы говорим, что мы сами, да, а все равно вот санкции косвенно как бы повлияли. Наверное, еще с этим связано, да. Как бы вот связанная с Украиной тоже связана возникает ситуация. Поэтому, наверное, вот в этом плане как бы тоже тут играет роль, да, вот элементарно нехватка денег, бюджета. То есть, как бы, ну, я считаю, что это просто вот меры такие, как бы, знаете, вот, ну меры, как бы, ну, вот, как бы никто здесь, я считаю, что никто здесь не хочет нажиться на этом, просто меры, ну, которые как бы вот вынуждены со стороны государства. Ну, да, я согласен. Вот 9 апреля Игорь Валерьевич Тихомиров, это наш военный комиссар республики, сообщил, что в армии
Говорит, дедовщина и неуставные отношения, таких понятий мы не сталкиваемся. И привел цифры. Альтернативная служба. Не надо Да, так кашить. продолжай. Альтернативная служба. Один призывник пошел. В прошлом году 2. Всего более 1000 в этом году призвали. Таких Год- людей можно музей показывать. Да, показатель годности 80%. 53 призывника на контракт. Всего 600 уклонистов и тех, кого не удалось оповестить. Как вы оба относитесь к призывной армии? Нужно ли ее запретить? Ну, как срочники, да? Да. К срочникам. Ну, наверное, к срочникам как нужно относиться? Ну, это, наверное, было всегда, и в наше время, да? И когда вот мы еще были студентами, и в мои тоже года непосредственно, в 90-х годах, когда, в принципе, наверное, еще связано с дедовщиной, наверное, связано еще, наверное. Связано когда наши ребята стали погибать в горячих точках, и поэтому как бы многие граждане стало ну, такое негативное отношение к армии, да? Когда действительно люди боялись, да, когда действительно они приходили, там могли унизить человека, да, ну хотя, конечно, дедовщина была и в США тоже, да, и в многих других странах, но это, наверное, одна из причин, да. Многие говорят, что не хочу там время я терять, да, но я считаю, что каждый мужчина все-таки должен пройти армию. Хоть я в армии-то и не был, да, вот сам-то лично, да, вот. Но всё равно Но я в должен свое пройти, время, да. в принципе, в какой степени даже жалею, вот, что я все-таки, ну, конечно, пошел в аспирантуру, защитился, ну, как все мы, да, все. Но все равно можно было, в принципе, То пойти в есть армию. тяга, хотя- чтобы вас побили, все-таки она существует? Нет, не то, что побили, а чтобы хотя бы Самому побить. более другой взгляд на жизнь, наверное, повлиять. Да, и то, что не уклоняется, ну, как бы, знаете, ну, как бы все-таки, наверное, против, да, что уклоняется. Ну, как бы вот. Ну, хотя, конечно, на мое время тоже нужно понять. Вот сейчас, в принципе, мне кажется, сейчас в санатории лучше. В армии стал как в санатории, да? Я, конечно, шучу, конечно, потому что там так. Там даже зарплату платят Да, солдатам. там сейчас, у меня даже один знакомый, говорит, который в 90-х годах служил, он говорит, да я, говорит, как посмотрел, мой сын служит, я бы сам пошел в армию еще раз бы, да, как-то стало хорошо в этом плане. Нет, что тут сказать? Я отрицательно отношусь к дедовщине, положительно отношусь к хорошей профессиональной армии. А к Но это за все призывной? хорошее против всего А плохого. к да? призывной армии? Призывная армия. Допустим, Как призывная сказать, если армия это без будет дедовщины. Как вы Хорошая относитесь? армия, не знаю, как в Израиле где-нибудь, где там всех призывают, да, на короткий срок, то Ну, мне кажется- Израиль, там рядом страны, которые в программе уничтожения Израиля. У нас нет Агрессивная. таких стран, которые в Агрессивно программах устроено. уничтожения России. То есть там понятно, что почему, там война идет. ну, как сказать. Нас кто хочет нас Россия, уничтожить? как ее не называй, остается империей все-таки. Она постоянно Это участвует хорошо? в каких-то конфликтах. И как бы хочет она того, не хочет, мне кажется, это уже даже не зависит от руководителя, находящегося у власти, по большому счету, в силу ее размеров и как бы геополитического веса, скажем так. Поэтому ей Но- нужно обладать сильной армией. Ну, знаете, все равно вот есть негативные отношения. Даже почитайте бывшие союзные республики, ведь в них тоже к нам негативные отношения. Вот все равно в Средней Азии, ФНР, есть негативные отношения. Хоть мы говорим, что они наши друзья, да, но Украине негативно. Не все, конечно, да, но не сказал, Не, что ну, прям к России негатив так есть, положительно конечно. относятся, да. Многие нас считают, что мы колонизаторы после Советского Союза, да. Вот на самом деле, как бы вот, ну, многие как бы такой негатив сложился. Вот там, Нет, поэтому- ну армия. Да, то есть необходимо, чтобы для чего сейчас существует призывная армия? Чтобы в случае войны, да, организовать Мобилизация, да? да, быструю мобилизацию большого количества людей. То есть по факту сейчас такой большой войны, то есть в наше время не может быть, потому что у нас есть ядерное оружие и Это будет последняя да, война. это будет последняя война, как говорится. То есть, если так логически поразмыслить, огромная армия сейчас не требуется для больших Ну войн. да, смысл. Локальный вот только если, да? Ну хотя, вы знаете, вот, в принципе, даже вот астрономы к нам приезжали, Земле сколько у нас осталось жить? Но армия это все-таки школа жизни, как говорится. 1,5 миллиарда Если она лет. нормальная, то Ну, говорит, за неадекватность наших политиков, а конец света может наступить хоть завтра. То есть ядерное вооружение, вот как раз правильно даже, да, как раз в это правильно. Прерываемся. армия, она сейчас, мне кажется, даже не для обороны больше, а именно для воспитания людей. То есть, если она как бы в ней нормальные условия, если нет вот этой пресловутой дедовщины, то там все-таки
может происходить и воспитание мужчин, как бы, как защитники, там, патриоты и так далее. А я категоричный противник срочной вот этот призывной армии. Считаю, что это неуважение к правам людей. У нас Когда... такой третий выступающий, Но да? ладно, это бог с ним. Перерываемся на 5 секунд. Конец первой части. Ну,